В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Говорят, что если найти какое-то хобби, то можно превратить его в источник дохода, и ты никогда не будешь скучать. И всю жизнь будешь счастлив. И у нашей сегодняшней гости это получилось. 5 лет назад Виктория Клевко начала вручную вязать ковры. И сейчас это не просто хобби, а бизнес, который развивается и приносит доход. А как у нее это получилось? Скоро узнаем. Виктория Клевко окончила Минский лингвистический университет. 3 года работала переводчиком, но мечтала о творчестве. Идея вязать ковры пришла к Виктории, когда она обустраивала собственный дом. Чтобы превратить хобби в полноценный бизнес, ей потребовалось несколько лет. Сейчас ее ковры продаются по всему миру, а в Инстаграме у них 80 тысяч подписчиков. Доброе утро. Доброе утро. Как добрались до нас? Отлично. Как Пешком. настроенец? Пешком? Пешком. Недалеко. Ну да, у меня здесь мастерская недалеко. Лингвист по образованию? Да, ведь, да. Возникали ли мысли о том, чем ты сейчас занимаешься, на уровне получения образования? Ну, я еще пошла в ИНЯС, очень удивительно, потому что я всегда ненавидела языки, иностранные языки. Интересный выбор, да. Это Да. правильно, на зло себе пошла. Да. Из себя. ненависти. Я сейчас им устрою. Great Britain, Northern Ireland. Так. Но я никогда не любила языки, просто пошла туда, потому что с математикой не дружила, подумала, что... Пошла на английский, который не любила, потому что не дружила с математикой. То есть теперь, получается, на зло математики пошла. Вообще Ильяс. какой-то странная Вот, в общем, цепочка. поступила в ИНЯС, но в ИНЯСе училась, понимала, что не буду работать по специальности. Мгм. В общем, мне кажется, до сих пор я не знаю, кем я буду. Когда вырасту, да? Да. Я тоже, а ты? Я как бы уже состоялся, поэтому... В эти женские мне забавы скучно и не играли. печально. Я не в вашей компании, ребяточки. Как ты пришла к тому, что стала делать ковры? 5 лет назад мы с мужем занимались строительством нашего дома, и я подумала, что надо как-то его красиво задекорировать. Я очень любила декорочные работы, то есть там мы, когда ездили путешествовать, всегда что-то привозили с собой. И вот я, когда дошла до этапа ковров, подумала, Мгм. надо ковер. Начала искать в интернете какие-то варианты, понимала, не нравится. Потом подумала, а почему бы не связать самой? Нашла какую-то идею, ну, такое что-то тоже похожее. И сложился пазл. Я никогда не умела вязать что-то сложное. То есть вязать для меня свитер, там, варежки, носки, это вообще за гранью фантастики. То есть я такое сложное вязать не умею. А вот прямоугольники, круги, что-то банальное, простое, я всегда вязала на ура. Начала вязать. И потом так затянула, что стопка росла, уже под потолок, уже упиралась дома, и подумала, что надо как-то, наверное, это дело куда-то... Надо методичку выпустить «Влияние кубизма» на ковровые изделия. Да, слушай, ну ведь сейчас модно фотографироваться на фоне там, ковров на стене и ржать с этого. Как у тебя получилось превратить это во что-то модное? В эстетику. Да, эстетику. Ой, это, честно, была такая история тоже не простая, не сразу все получилось. Первые выставки, которые проходили, люди подходили такие с улыбкой: вязаный ковер, да-да-да, знаю, моя бабушка тоже вязала из пакетов из-под молока, из там старых каких-то тряпочек. То Из есть- пакетов из-под молока вязали Да, ковры. Да, да. Это ж в твоем возрасте было. Как выглядели пакеты? Да, это до революции еще. Да, конечно, как да. выглядели, не знаю. Ковры как выглядели? Ну, пакет для А ты молока. такое ощущение, что тебе лет 7, ты сейчас со мной разговариваешь, такая, молодец. У меня выглядели ковры, как они сейчас выглядят, только, возможно, они качество были другого. Пакеты молока, как пакеты молока, выглядели? треугольные такие вот. Обычные полиэтиленовые пакеты. Да То я есть же из шучу, из полиэтиленовых Назара. пакетов вязали. Бабушки, да, А какой, в бабушки смысле, резали. непромокаемый ковер? А в чем? Ну, просто типа, вторсырье, чтобы ничего все в дом, чтобы ничего не пропадало. Упаковки от сосисок можно было использовать, да? Ну, по идее, да. О, ребята, это стартап отличный. Где ты берешь идеи для цветовой гаммы, рисунка? Из головы или, может быть, что-то в интернете подглядываешь? Ну, изначально, конечно, как любой художник, начинала с того, что Интернетик. с копирования, да, то есть Мгм. ты просто копируешь какие-то готовые решения, Мгм. потом уже в процессе ищешь что-то, не знаю, там в природе какие-то. Просто хожу как такой сыщик, ищу какие-то классные сочетания, да, то есть даже вот там розовый, оранжевый, вот я сейчас сижу, смотрю, такое интересно, да, то есть можно было бы сочетать как-то вот даже в ковре это. Мгм. То есть просто ты уже нацелен на то, что найти готовое цветовое решение в ковер. Есть какие-то классические там формы, там, не знаю, или какие-то рисунки, которые используются постоянно или которые традиционные уже? Это Есть, что? Да, это Ну-ка. ромбы. Это просто ромбы. Обычные ромбы. Я бы сердечки заказала. Да? например. Да. А ты? Ну, потому что ты бессердечная, ты, кажется, поэтому хочешь все
Сердечки Давайте-ка заказать. прервемся и посмотрим рекламу на телеканале ТНТ International. А я пока кое с кем поговорю, пока вы рекламу смотрите. Да, Жорочка? Да-да, Надо нам кое-что есть что обсудить. обсудить, да. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях Виктория Клевко, создательница мастерской вязаных ковров. А дорого стоят материалы для изготовления ковров? Не Да? дешево. Да. Ну вот моток, здесь не целый моток, но вообще в целом 200 метров пряжи стоит $10. 23 рубля. То есть А 200 метров пряжи — это, по размеру коврика. Площадь. Это в 2 сколько? раза. Да. А вот здесь немножко больше одного мотка. Но это как То есть бы... это больше 200 метров здесь? Да. А можешь показать, как вязать? Это самый простой вариант вязания. Здесь он уже, эта часть обработана уже жидким латексом, то есть они не скользят. Ну что, кто будет вязать? Я. Так. Сейчас мы сделаем. Ну, ты же вязала уже, да? Ну, да. Так. А есть Берем. острое веретено, Вот так? чтобы она укололась и заснула? Поднуть по всё две, полностью? по две. Понял, Жора? Я даже как будто на одном языке разговариваю. Вот так вот. Так? Или Да, надо с всё, подъем? всё Нет? правильно. Ты да. делай, все равно после тебя распустит все потом. Ничего не распустят, я прилично делаю. Нет, О, может всё. быть, распустят. Теперь все Не распустят. Этот ковер мы потом продадим за большие деньги. Мне Да. потом, да. ага. Да. А ты не купи. Сначала попробуй. дадите мне большие деньги, а потом продадите мне этот Ты все ковер. еще не добился успеха, Жора. Такого Ну, успеха, будем чтобы ждать. покупать ковер, который ты связала, нет. Я думаю, что такого успеха я никогда не добьюсь. Жора, не зарекайся. Вик, у твоего аккаунта в Инстаграме порядка 80 тысяч подписчиков. Ничего насколько нам себе! известно. Сейчас ты навяжешь еще, и у тебя отпишутся от тебя те, кто был. Не переживай. Как быстро вообще такая аудитория набралась? Проекту почти 5 лет, вот 4 года она росла, и сейчас вот она, я ничего не делала для того, чтобы раскрутить. Инстаграм сейчас периодически отписывает людей, Мгм. то есть самостоятельно. Поэтому, А чего ничего не делаешь? как-то я не ставлю цель уже, я понимаю, что не количество подписчиков главное качество. То есть я уже сейчас работаю больше на лояльность аудитории. А тебе, может, нужен человек, который будет заниматься, фотографировать, все делать, а ты именно в творчество. Знаешь, что есть. Ну вот я думаю Вяжешь, над этим, вяжешь, да. Если что, я могу и попробовать, вести твой Я так понимаю, мне Инстаграм. надо подыскать себе соведущую теперь. Ты Я, пойдешь... может, тебе работу пытаюсь найти. Хорошо. Чтобы ты наконец-то стал много зарабатывать и купил ковер, который я связала сама. Как работает мастерская сама? Мастерская, на самом деле, это не какое-то пространство, куда приходят люди, чтобы повязать. Это просто место, где мы собираемся с моей командой и там проводим какие-то типа планерки, иногда... Там Политинформацию и все Много человек в различное. команде? 6 человек. Прилично. Да, 6 то есть А человек. можно как на они к тебе кухне собираться обращаются, на дома. ты или на вы? Конечно, на «ты». Они мне еще иногда могут И гаркнуть, да? не гаркнуть, но, короче... Если что, я могу... Ты впишешься, короче. Да, если вдруг они будут тебе грубить, а ты не можешь им дать отпор, можешь позвать меня, как будто помощник руководителя. И я им устрою там, я их пропесочу. А вот Не, насколько вот то, что сейчас Оля делает, это квалифицированный труд? То есть насколько это быстро и насколько Ну, качественно? это, конечно, медленно. Но с точки вообще зрения прилично, качества. Ляска? Это прилично, да. Это Прилично. прилично. Нет, ты молодец, что я ж... Спасибо, Жор. Первый раз похвалил. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня к нам в гости пришла создательница мастерской вязаных ковров Виктория Клевко. Вика, ты знаешь, что такое квиз? Это в сфере ковров что-то, нет? А ты знаешь? Естественно. Ну. Командное интеллектуальное состязание. Ого. У нас будет не командное, у нас будет индивидуальное. У нас индивидуальное будет. То есть да. к квизу это отношения никакого не имеет. Это прекрасно. Итак, вас ждет квиз на ковре. Я буду говорить вам интересные факты о коврах. Вы должны дать правильный ответ. Писать вот здесь вот. Я вам зачитываю. Потом вы пишете что-то, переворачиваете. И кто выиграет по итогу, тот получит от меня шквал аплодисментов. Я думал, шкварку получит. И шкварку ты получишь. Ну что, участники квиза, вы готовы Да. начать эту битву? Всегда готова. Ну, поехали. Древнейший ковер, дошедший до наших времен, найден в Пазырском кургане. Это шерстяной ковер с изображением оленей, грифов и лошадей. Специалисты убедились, что технология
таков род качества с тех пор не изменилось. Каким веком до нашей эры датируется производство этого ковра? Итак, участники До пишут нашей вариант ваших ответов. Давай, пиши ответ. Та-да-там. 3 век до нашей эры, 5 век до нашей эры. Кто бы мог подумать, но Виктория победила Жору, потому что это Хорошо. 5 век до нашей эры. Неловко тебе должно Как быть. жить мне дальше с этой информацией? У некоторых народов коврами принято застилать диваны, стулья и даже... Что еще необычного застилают коврами? Та-да-там. Я Раз. даже знаю этот народ, я среди него жил. Крышка унитаза, столы. И как вы думаете, друзья, кто же дал правильный ответ? Оказывается, помимо всего перечисленного, еще застилают коврами и столы. Поехали дальше. Жора, стыдно. Очень. Но не мне. Наиболее популярными материалами для производства ковров считаются акрил и... Что? Что? Что Ну, это? это для искусственных ковров. Это что, пакет? Полиэстер. Хлопок и шерсть. Молодец, Викуша! Что, ты хочешь сказать, что ковров нету из полиэстера? Ничего не знаю, здесь правильный ответ шерсть. Классно. За 1 год в ковре средних размеров скапливается именно столько пыли. Ого. В одном ковре что? В килограммах. Подожди, стой. В килограммах это в населенном пункте? За один год в ковре средних размеров скапливается именно столько килограмм пыли. Что такое ковер средних размеров и в каком Ну, вот помещении такое. он эксплуатируется? Вот такой. За А, год. И Сколько кто ты там думаешь? живет? а, Да, написала Викачка Ну, уже. Молодец. Жора пишет. Это что за ответ? Это 2 А килограмма. у тебя? 300. Я же сказала, килограмм? Нет, Да. ну ты чего? С За ума год? посадили, что ли? Пол Я не проломать. знаю. Кто бы мог подумать, но Жора Действительно. попал в яблочко. 2 килограмма. Молодец. Вдруг. Я потому что постоянно пыль взвешиваю дома. А что основу пыли составляет, знаете? Нет. Вообще Кожа. обычно. Точнее. Еще точнее тебе. Еще Ну, точнее. ороговевшая кожа, которая осыпается с нас. С тебя осыпается роговевшая кожа? Да, ну с тебя больше. Классно. И кто-то каждый раз, как змея подколодная, такая с новой кожей выходит на улицу. Такая красивая, Мне блестящая и лоснящаяся. Я могу тоже поумничать, Жорочка. Но не сегодня. Хорошенький мой. Итак, следующий вопрос. Ты себя хорошо чувствуешь? С тобой Да. я всегда летаю. Ну, тогда давай. Продолжай. Первые пылесосы Гувера было очень трудно продать, так как потенциальные покупатели отказывались верить именно в это. Во что? Это из Покупать? произведения, да, которое Гувер в стране пылесосов? Это ж, да, Конечно, это оно. Ты что? Джонатан Свифт написал или Даниэль Дефо, я вечно путаю, кто написал? Агния Барто. Дело в том, что я недавно энциклопедию читал, и даже видел, как, ну, я не знаю, почему пылесос, может, это не тот пылесос Гувера, но они очень большие были изначально, там, и как бы слабая мощность. Что он не засосет ковер, и Ну, что он вообще, работает. Ну, конечно, он выполняет свои функции вообще. Нет, частично правильный ответ, что в их коврах может быть так много пыли и грязи. В нашем конкурсе победила Виктория, потому что Ура! она заслуживает победы и аплодисментов, которые мы обещали победителю. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл, и сегодня у нас в гостях Виктория Клевко, создательница мастерской вязаных ковров. А много средств пришлось вложить в это дело? На старте я вложила, наверное, где-то $1003. Все остальное я уже вкладывала только то, что зарабатывала. То есть до этого была какая-то основная работа, и потихоньку Да, произошло да. замещение, или это было как бы сидела там, чем бы себя занять, ковер, и как бы и поехали? Вот когда-нибудь все получится. То есть произошло просто плавный переход? Нет, это было все, ну, как бы я ушла с работы и застряла в каком-то таком непонятном поиске себя, и вот решила попробовать себя в коврах, и потом уже, ну, у меня были какие-то сбережения от прошлой работы, что-то муж проспонсировал минимально, и все, и вот, ну, как-то сразу оно началось, то есть я сразу стала покупать пряжу в большом объеме, буквально через какое-то непродолжительное время уже нашла помощниц, и мы стали вязать уже прям. Вообще у нас на рынке конкурентная среда какая-то есть в этой сфере? Когда я начинала, практически никого не было. То есть я была одна из первых вообще в Беларуси, кто вязал ковры именно в таком формате, в таком масштабе. Ну, то есть в таких размерах. Потому что
Были какие-то такие, ну, салфетки ажурные, что-то вот такое вот, бабушкина история. А не думала попробовать с теми людьми, у кого это хорошо получается, как-то объединиться и сделать какую-то уже такую более крупную какую-то мастерскую? Вот у меня постоянно пишут люди, которые пробуют себя в хобби, пытаются хобби перевести в разряд бизнеса, они сталкиваются с рядом проблем, с рядом каких-то трудностей, и не все эти трудности проходят, и многие, кто попробовал себя, ну, вот в отдельном обособленном проекте, они приходят и говорят: возьмите, пожалуйста, в помощницы. То есть они поняли, что для того, чтобы продать изделие ручной работы, недостаточно просто его круто связать. То есть круто сделать и сфотографировать вот так вот как-нибудь при искусственном освещении, выложить в Инстаграм и ждать свои толпы клиентов, такого точно не будет. То есть чудес не бывает. Для того, чтобы продавать, надо продвигать, надо себя позиционировать как-то. И очень многие не готовы к этой работе. То есть те, кто действительно успешно продают, их единицы. А те, кто пытаются, ну, то есть как бы там, типа, я попробую, авось получится. А кто вам нужен в помощь? Ну, то есть, например, кого ищете? Нет, просто интересно. Занудный, такой ворчливый будет постоянно. Он может быть этим вахтером у вас там на офисе. Техничкой звонки давать буду. В начале Техничкой. рабочего дня и в конце. Это полы еще надо мыть тогда. Ничего, это секретарь-референт. А референт — это что, иногда полы здесь Это моют. я, да? Это Петя. Шутка. А скажи, сейчас уже спустя время у тебя есть опыт, какой-то навык, да, ведения бизнеса. Сейчас, если бы вернуть время назад, что бы ты сделала по-другому? Уже оглядываясь, так сказать. Ну, так очень назад. Может, спасла бы Джона Кеннеди, например. Ну, Но- не в том деле, конечно же. Но я, наверное, бы не скупала бы тоннами эту пряжу, потому что я просто покупала пряжу как сумасшедшая, коробками. Мне прислали, я искала пряжу подешевле. Мне казалось, что если я буду экономить на материалах, не задумываясь о концепции в целом проекта, то ковры будут покупать, ну, то есть я буду зарабатывать на ковре больше. То есть я очень сильно сконцентрировалась на том, чтобы найти дешевый материал. И мне просто присылали коробками такую пряжу, с которой, ну, она у нас, я просто бесплатно ее раздавала потом, потому что невозможно было ничего. Тренироваться кому-нибудь. Да, ну просто вот для Ну, скупой для платит котика. дважды, да? Да, Тут, это вообще, вот это моя история. Вик, большое спасибо, что нашла время прийти, рассказать такую, и на самом деле интересную историю. Я вот не знал, что существуют такие прям мастерские Да. по изготовлению ковров, и себе совсем по-другому эти ковры представлял. Поэтому для себя тоже что-то новое подчеркнул. Мы тебе желаем удачи. Спасибо. Спасибо тебе огромное. И напоминаем, что у нас в гостях была создательница мастерской вязаных ковров Виктория Клевко.